Этим летом парк «Живые алмазы Якутии» очень изменился. Во-первых, значительно преобразилась территория. Рабочие сделали отсыпку площадей и дорог. Ну а во-вторых, в парке пополнение. Телочка Яка и маленький новорожденный олененок. Тамара Бессмертная узнавала, ради чего стоит в этом году ехать в парк и какие сюрпризы вас будут там ожидать. Места у нас не дикие, не глухие. Все-таки Мирный – это центр алмазодобывающей промышленности. И на работу мы ходим в европейской одежде, но звери ходить сюда действительно повадились. И ходит сюда медведь. Доказательством этому шерсть, которая осталась на лиственнице. А ходить он ходит к нашему Лёшке. Итак, в почти цивилизованный парк являются несанкционированные гости. То ли приходят посочувствовать нашему Лёшке, то ли позавидовать, то ли просто почесаться о лиственницу. Если один был бы, можно было бы промолчать. Но тут 3, 4, 5 особей ходят рядом. Ну и к нашему медведю такой огромный медведь подходил. 2 раза даже. Мы караулили, там караулим. Он к нам не подходит, где нас нету. Видели мы несколько раз их, но далековастенько, стрелять невозможно было. Горожанам бояться нечего, потому что они только ночью, где-то с 11 до 4 утра ходят. Есть еще один вариант. Собратья хотят посмотреть, как купают медведя. Он у нас всегда моется, когда жаркие дни, мы вот через пожарный шланг с речки воду качаем. И он когда слышит, когда вода идет, он сразу бежит в ванну. Вот так вот он каждый день и моется у нас. Кроме любимца публики Лёшки, в парке появились и новые жители. Прежде всего, крошечный олененок. На момент съемки ему шел 5-й день. Бэмби невероятной красоты и неземного обаяния. Малышка появилась и у Яков, назвали Майей. На голове звездочка, на ногах носочки, безобидная и безбоязненная. Уже рожки растут. Парк и внешне преображается. Установлены новые ворота с пропускной системой. Заменен вольер медведю, отсыпаны песком дорога и болотина. Полным ходом идет озеленение. Все сажают цветы и разбивают клумбы. В общем, здравствуй, лето. Воспользуясь случаем, 5 числа День эколога, всех жителей нашей республики поздравляю этим праздником. Будем сохранять нашу родную природу для будущих поколений. Напомним, что сейчас в парк ведет отдельная, довольно комфортная дорога с указателями. Но ехать лучше с подарками. Все же яблоки будут повкуснее сена, хлеба и травы.